Уважаемый Александр Геннадьевич, уважаемые коллеги, еще раз хочу вас сердечно поприветствовать на очередном 14-м заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В этом году это уже третья встреча Межправительственной комиссии. Динамика наших встреч дает положительные результаты в области социально-экономического развития Абхазии. На прошедшей встрече в Москве мы отмечали имеющиеся проблемы и пути их решения. В частности, отмечалось существенное отставание в подготовке необходимой документации и необходимость устранения этих отставаний. Как вам известно, программа на текущий год предусматривает выделение средств в размере порядка 2,4 миллиардов рублей. Если к августу, к моменту нашей прошлой встречи, освоение было на уровне 1 миллиарда, то на сегодняшнюю дату мы говорим о цифрах порядка 2 миллиардов. И до конца текущего года лимит этого года будет освоен. Хочу остановиться на проектно-сметной документации на следующий год. Несмотря на то, что были определенные замечания по срокам подготовки документов, по проектированию и экспертизе, на сегодняшнюю дату у абхазской стороны готовы документации на сумму порядка 1,3 миллиардов рублей. До конца текущего года более чем на 2 миллиардов выйдем на уровень более чем 2 миллиардов, плюс переходящие объемы на сумму более 380 миллионов рублей. Об этом более предметно будут говорить коллеги. Хочу выразить благодарность всем присутствующим, кто выполнял ежедневную работу за достигнутый компромисс по многим очень важным вопросам. Убежден в том, что мы сегодня завершим работу по всем пунктам, стоящим на повестке дня. Уважаемый Беслан Константинович, уважаемые коллеги, еще раз хочу вас поблагодарить за прием нашей делегации на территории Республики Абхазии. Безусловно, Беслан Константинович, я не буду повторяться по тем вопросам, которые мы сегодня будем обсуждать. Я хочу просто в 2 словах сказать, что мы с вами проводим нашу правкомиссию как раз по итогам, в том числе с учетом тех поручений, которые даны были президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по итогам встречи с Рубджонковичем, которая прошла в Российской Федерации. Нашим президентом был дан достаточно большой перечень поручений. Он касается и реструктуризации нашего так называемого железнодорожного кредита практически на тех условиях, которые мы с вами уже успели обсудить. Это вопросы, касающиеся реконструкции инфраструктуры, которая в свое время требует серьезной замены. Это и автомобильная дорога, и подпорные стенки, и ряд других вопросов, которые стояли. Здесь вопросы развития авиационного сообщения. Это все те вопросы, задачи, которые были поставлены президентом. И помимо нашей текущей финансовой помощи инвестиционной программы, нам предстоит с вами вместе еще все эти вопросы обсудить и подготовиться к очередному заседанию межправкомиссии. Со своей стороны я хотел бы поблагодарить вашу команду за столь содержательную работу. Как вы сказали, что все средства текущей финансовой помощи переведены в полном объеме. Что касается инвестиционной программы, я думаю, что она точно так же будет реализована в полном объеме в соответствии с нашей договоренностью. Во всяком случае, мы так докладывали президенту Российской Федерации. Что касается проектно-сметной документации, мы с вами договорились о том, что она должна быть представлена в ближайшее время по тем объектам, по которым мы с вами спланировали. И точно так же, я думаю, что средства инвестиционного характера будут в полном объеме переведены. В добавлении к этому еще раз разрешите поздравить всех своих коллег с Абхазской с наступающим Новым годом. Надеюсь, что у нас в этом духе, в этом настроении пройдет сегодняшняя встреча. Все-таки праздник такой семейный, теплый, радостный. А мы всегда считали себя и братскими народами, и живем как одна большая дружная семья. Поэтому спасибо вам большое. Предлагаю приступить к работе. Спасибо за предоставленное слово. Коллеги, позвольте слова рассказать о текущей ситуации. В соответствии с законом Республики Абхазия, республиканский бюджет на 2016 год, в целях социально-экономического развития Республики Абхазия со стороны Российской Федерации, также утвержденным бюджетом федеральным за 2016 год, общий объем текущей помощи на этот год составляет порядка 2 миллиардов 778 миллионов рублей. По состоянию на 1 декабря в адрес Республики Абхазия было перечислено 2 миллиарда 598 миллионов рублей, что соответствует порядка 93% от годовых планов. В том числе
На текущее содержание бюджетной сферы Республики Абхазия перечисление составило 1 миллиард 550 миллионов. На резервный фонд президента Республики Абхазия было перечислено на данный момент 100% планированной суммы. Также на по программе помощи на приобретение медикаментов 73,80 миллионов. Также было на данный момент перечислена в полном объеме вся сумма. На софинансирование повышения заработной платы основных категорий работников бюджетной сферы на данный момент была предоставлена помощь в размере 255 миллионов рублей, что соответствует также 91%, а также на повышение уровня денежного содержания работников государственной власти и управления в размере 114 миллионов рублей. Одним словом, тоже хотелось сказать, что вся помощь, обещанная со стороны Российской Федерации, на данный момент осуществляется с графиком и без каких-то задержек. Информация, которая доведена Дмитрием Николаевичем, она согласована, все цифры и расчеты подтверждаются, на что можно четко говорить, что все планы, которые мы наметили по текущему финансированию на текущий финансовый год, будут выполнены в полном объеме. Уважаемый Александр Константинович, Александр Геннадьевич, уважаемые коллеги, решением 13-го заседания межправительственной комиссии на реализацию инвестиционной программы 2015-2017 годы предусмотрено 9 миллиардов 313,7 миллионов рублей, в том числе в 2015 году 450 миллионов рублей, в 2016 году 2 миллиарда 486,7 миллионов рублей, в 2017 году 6 миллиардов 377 миллионов. По состоянию на 9 декабря Минкавказом России перечислена финансовая помощь на реализацию мероприятий инвестиционной программы в объеме 1 миллиард 955,5 миллионов рублей. Это 78,6%. В 2016 году реализуется 249 мероприятий на общую сумму 2 миллиарда 486,7 миллионов рублей, как я говорил выше, в том числе 232 объекта капитального ремонта на сумму 1 миллиард 515,6 миллионов рублей, 9 объектов строительства, реконструкции на сумму 508,5 миллионов рублей и 8 организационных мероприятий на сумму 462,4 миллиона рублей. Из 249 объектов в 2016 году готовится к завершению 184 объекта на сумму 1 миллиард 396,9 миллионов рублей, в том числе 176 объектов капитального ремонта на сумму 1 миллиард 97,9 миллионов рублей, 2 объекта строительства и реконструкции на сумму 52,6 миллионов рублей, 6 организационных мероприятий на сумму 246,3 миллиона рублей. Выполнение мероприятий 2016 года инвестиционной программы по состоянию на 1 декабря 2016 года на основании тех документов и данных, которые у нас есть, составляет 70%. Это 1 миллиард 743,2 миллиона рублей. По состоянию на 9 декабря проектная документация обеспечена 100% объема финансирования строительно-монтажных работ. Планируем к выполнению в 2016 году. Доклад с российской стороной также согласован. Все те сроки, которые были указаны, и объекты, которые мы должны ввести в этом году, подтверждаются. Программа планируется к завершению в установленных параметрах. В рамках бюджета федерального закона Российской Федерации бюджета 2017 и плана 2018-2019 годах запланированы суммы на оказание финансовой помощи в целях оказания социально-экономического развития Республики Абхазия из двух составных частей. Это на оказание текущей финансовой помощи и на оказание помощи в рамках осуществления бюджетных инвестиций. На оказание текущей финансовой помощи в 2017 году запланирована сумма в размере 2 миллиардов 620 миллионов рублей, в том числе на реализацию заключаемых в рамках базового договора последующих соглашений. 20 миллиардов 109 миллионов – это объем базовой текущей финансовой помощи.
8,6 миллионов на формирование и обеспечение деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел, 374,8 миллионов рублей на софинансирование повышения заработной платы основных категорий работников бюджетной сферы Республики Абхазия и порядка 50 миллионов рублей на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготных категорий Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Что касается бюджетных инвестиций, то на планируемый период запланирована сумма, как Вещественной фонда Российской Федерации, более 6 миллиардов рублей, которые будут оказываться читаем по мере предоставления разработанной проектно-сметной документации. Помимо этого, в рамках бюджета Российской Федерации запланирована помощь на организацию обязательного медицинского страхования. Договор соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия планируется подписать, практически уже разработан, находится на высокой стадии готовности и предполагается его подписать и утвердить в первом квартале предстоящего года. Аналогичная ситуация и по соглашению, касающимся предоставления льготных категорий граждан по обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Абхазия, медицинскими изделиями и препаратами. Соглашение, как сказал Дмитрий Николаевич, уже готово, оно согласовано с Минздравом Российской Федерации. Количество российских граждан, проживающих на территории Абхазии, согласовано с Минздравом России. Финансирование, скажет Анатолий Николаевич. А по второму соглашению о обеспечении лекарственными средствами льготной категории граждан тоже сейчас согласовывается на стадии, к концу января уже будет список подан и согласован, категории определены. Значит, у нас проблем нет практически. Два вышеназванных соглашения Минздрава Российской Федерации проработаны совместно с нашими коллегами из Минздрава Республики Абхазия. Деньги в федеральном бюджете на эти соглашения предусмотрены. Уважаемый Беслан Константинович, уважаемый Александр Геннадьевич, уважаемые коллеги. Хочу проинформировать вас о том, что на основании договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный 24 ноября 2014 года в городе Сочи, Министерством внутренних дел Республики Абхазия во исполнение пункта 4 статьи 10 был разработан проект соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о финансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного удовольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия. Так, 1-9 месяца 2015 года данный проект был направлен в МИД Республики Абхазия для передачи российской стране по дипломатическим каналам. 2.09.2015 года в городе Москве была проведена рабочая встреча, в ходе которой намечена работа по проекту плана поэтапного повышения материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного удовольствия и социальных гарантий органов внутренних дел Республики Абхазия. 7.09.2015 года выше указанный план нами был направлен в МИД Республики Абхазия для передачи российской стороне по дипломатическим каналам. 16.09.2015 года в городе Москве состоялась двухсторонняя встреча представителей МВД Республики Абхазия и МВД Российской Федерации, в ходе которой было принято решение о том, что абхазская сторона берет на себя обязательство подготовить расчеты потребностей на реконструкцию и оборудование здания, представляемое для ИКЦ, а российская сторона обязуется направить специалистов в МВД Республики Абхазия для изучения структурного построения органов внутренних дел Республики Абхазия, материально-технической оснащенности с целью выработки предложений по оптимизации расчетов необходимого для оснащения МВД Республики Абхазия. 21.10.2015 года МВД Российской Федерации направляется письмо, в котором министр внутренних дел Республики Абхазия сообщал о том, что абхазской стороной выполнены все обязательства, указанные в протоколе от 16.09.2015 года, а именно, первое, пересылается смета здания, предполагаемого для ИКЦ. Второе, справка о сумме предполагаемых расходов МВД Республики Абхазия на выплату сотрудникам и работникам денежного удовольствия, заработной платы, выходного пособия при увольнении, пенсий, разработанный начальником отдела централизованной бухгалтерии Центра финансового обеспечения Главного управления МВД
России по Краснодарскому краю при содействии финансового управления МВД Республики Абхазия. Согласно проекта данного финансового расчета на 2016-2018 год МВД Республики Абхазия выделялось бы 3 миллиарда 570 миллионов. Из них в 2016 году 1 миллиард 72 миллиона, в 2017 году 1 миллиард 178 миллионов, в 2018 году 1 миллиард 300 миллионов. Невзирая на проделанную работу, приходится констатировать, что практической деятельности нам не удалось существенно продвинуться вперед. Денежное удовольствие и материально-техническое обеспечение органов внутренних дел Республики Абхазия продолжает оставаться на очень низком уровне.